Студия Романа Пестерева представляет. Ежегодная выставка изобретений и инновационных технологий Саха Innovation традиционно состоялась в местности Усть-Хатынь в рамках национального праздника Эсэ Туймады. В этом году участие приняли около 30 различных организаций, компаний и резидентов. Выставку под открытым небом посетило большое количество людей. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на выставке Саха Innovation 2017. Саха Innovation – это непростое название, сокращенное SI. SI в таблице Менделеева это означает силициум. Силициум, вы знаете, кремний. Кремний являлся двигателем развития микроэлектроники. И у силициума в таблице Менделеева 14 порядковый номер. А 14 порядковый номер – это регион 14, это Якутия. Более того, знак SI, он означает как буква Я, как бы Якутия, Я – инноватор. Буква I выглядит как Сергей. А буква S – это такая петлистая, скажем так, дорога инноватора, да, которая приводит к успеху. Все это вместе действительно наш бренд. И он, кстати, серого цвета не случайно, потому что кремний тоже серого цвета. И вот этот бренд мы продвигаем уже в течение 5 лет, Саха Innovation. Выставка Саха Innovation 2017 посвящена Дню изобретателя, а также Дню рационализатора Российской Федерации и продемонстрировала новейшие разработки и достижения в области науки и инновационного бизнеса республики. Торжественное открытие выставки началось с традиционного обряда Алгыс и приветственной речи официальных лиц. На 3 языках поприветствовал участников и многонациональных гостей республиканской выставки министр инвестиционного развития республики Антон Сафронов. Наши инноваторы, наши резиденты Якутского технопарка. Мы всех их очень уважаем, их работы, потому что именно их работа, их результат дает нам выйти на мировой рынок. И очень отрадно, что все здесь собрались, все показывают свою работу, все показывают свое изобретение. Хочу отметить, что здесь очень много у нас гостей из Москвы, из Белоруссии, из Штатов, из Франции, так что хочу тоже их поздравить на их языке. I just want to welcome everybody that's gathered here today from outside of Russia, because you're coming and seeing all the beautiful things that we're making here in Yakutia in such a far away place. Never forget that there's 3,002,000 square kilometers occupied in this geography, and we have a lot of people making great things. So thank you again for coming over here and for showing your appreciation for the products that we make. We're hopeful that we'll build partnership, we'll build bridges, and we'll build future for the development of our republic. Thank you so much once again. Конкурсантов все больше и больше. У нас на самом деле строгий отбор на выставку. Не каждый может на нее попасть. В этом году у нас очень хороший призовой фонд. И мы поэтому победителей мы отправляем на всероссийский конференцию, конкурс, выставку изобретателей России «Архимед». Мы стремимся к тому, чтобы все больше успешных инновационных компаний выходило из Якутии, появлялись новые производства. На выставке были представлены самые различные проекты от био- и IT-технологий до промышленных. Туристический портал, который собрал воедино все туристические предложения Якутии. Графеновые нанотехнологии, которые можно применять в радиотехнике, электронной промышленности и других. Ткани, сохраняющие тепло, которые можно использовать в утеплении автомашин, спецтехники и зданий. Светодиодные светильники для энергоэффективного освещения и многие другие. В состав жюри вошли эксперты федерального уровня. Это члены фонда Сколково, а также фонда содействия инновациям, которые поделились со своими впечатлениями. Вы знаете, 3-я выставка, которую я посещаю, поэтому для меня это уже традиционное мероприятие. Самое главное, что есть динамика. Во-первых, в количестве тех, кто выставляется, а во-вторых, в том, что это какая-то их часть, это разные проекты. Это говорит о том, что динамика положительная, что не одни и те же год от года. Это значит, что экосистема якутская развивается, значит, что технопарк работает. Мне понравились вот этот проект автономной технологии, который занимается поломоем, роботом. Я сначала так немного скептически отнесся, но проект, похоже, интересный. Надо отметить проект PriceBox. Он не сколковский, конечно, по формату, но такой, на мой взгляд, перспективный, и команда у него такая адекватная.
Я бы еще отметил проект Cryoprotect. Жалко, что они не хотят выходить на рынок фармацевтики, но проект интересный. Во-первых, я очень рад, что оказался в Якутии в этот летний сезон, в этот праздничный для Якутии период и на этом мероприятии, которое было посвящено инновациям. Очень было приятно, во-первых, побывать в технопарке Якутия, посмотреть, как там все хорошо работает, убедиться в том, что там заполнены все помещения, люди работают, реализуют свои проекты, это здорово. А то, что касается сегодняшнего мероприятия, на котором представлены вот эти вот проекты, около 30 штук я насчитал, очень было приятно отметить то, что ряд из них поддерживают по программам фонда содействия нашего, программы «Умник». Каждый участник представил свой проект экспертам жюри и после презентации отвечал на вопросы. И уже на торжественной церемонии закрытия республиканской выставки Saha Innovation 2017 участники и зрители узнали имена победителей, которых наградили дипломами и ценными призами. Мы представляем наш проект создания средства защиты кожи от ходового повреждения, о котором заявили в 2014 Также году. нашим коллегам из И Владивостока, нам было очень интересно посмотреть потребительский интерес к этому средству, как люди будут оценивать этот продукт и насколько он может быть полезен для жителей Арктического региона. Считаю, что мы получили такой приз, это действительно очень большое эмоциональное и вообще профессиональное событие, потому что нас так высоко оценили. И я думаю, что, конечно, мы приложим сейчас все усилия для того, чтобы этот продукт в самое ближайшее время поступил в продажу, и наши жители уже начали пользоваться активно. Представляю проект «Уличный Wi-Fi». Это социальный проект, по большей части, конечно же, да, потому что представляет собой проект бесплатный Wi-Fi для всех граждан. Проект будет реализован на улице Проспект Ленина. На данный момент работает примерно 15% уже улицы, подключено к Wi-Fi и стабильно работает каждый день. Это отрезок у нас с гостиницы «Лена» до кинотеатра «Центральный». Поломоющая машина, оснащенная машинным зрением, которая может понимать, где она находится относительно пространства в здании. И тем самым мы можем строить карту помещения и пролаживать определенные маршруты для движения робота по оптимальной траектории движения. Наша система навигации позволяет на сегодняшний день распознавать пассивные объекты и динамические объекты. На сегодня реализована у нас непосредственно мойка полов при помощи 2 щеток и вакуумного пылесоса. Наш проект это мы создали инструмент, который позволяет очень быстро загружать товары или услуги в наше мобильное приложение. То есть мы можем взять тот же самый, допустим, крупный супермаркет и загрузить к нам его товары. Там 10 тысяч наименований, 20 тысяч наименований. Вот наша фишка, что нас отличает от других агрегаторов, аналогичных агрегаторов. Также на данной выставке приняли участие совсем юные инноваторы, школьники из Saha политехнического лицея. Наш директор нашу школу развивает, чтобы дети пробовали себя везде, в любой сфере. И в прошлом году появился такой проект, когда ребята могут получить начальное профессиональное образование. У нас есть такие профессии, как ювелирное дело, столярное дело, гончарное дело, поварское, швейное дело. И так как у нас информационное общество, мы занимаемся робототехникой, программированием. В общем, IT-сфера, IT-услуги. Сегодня мы представляем столярное дело и ювелирное дело, потому что в этой сфере наши ученики добились очень высоких результатов, как республиканского, всероссийского и международного масштаба в разных чемпионатах. Ежегодная выставка изобретений и инновационных технологий Saha Innovation 2017, ставшая уже традиционной, с каждым годом набирает обороты. Таким образом, можно уже сегодня говорить о том, что данная успешная проект-выставка стала брендом для инноваторов республики.